Он был зеленый, он был городом детей, он был городом парков, он был... Извините. Когда мы спускались с женой, я брал коляску, там жена младенца, мы спускались, мы были где-то уже посередине, начали взрываться грады прямо у нашего двора. Возвращаясь к вопросу о посольству, если бы не наше посольство, если бы они не сделали сертификат о возвращении домой моему сыну, мы бы не смогли выехать из страны, мы бы остались в этом аду. И я не знаю, они услышат меня или нет, но спасибо вам большое, что вы мне помогли вывести мою семью оттуда. Харькова нету, Мариуполя нету, Киева, половины Киева нету. Привет, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос». И сегодня мы говорим о том, как там наши в Украине. Меня зовут Зюбута Джибаева, и мой соведущий сегодня Искандар Мирзуганиев. На днях из Польши в Таджикистан вывезли около 300 наших сограждан, которые были вынуждены перебраться туда с Украины, охваченной огнем. Среди вернувшихся наш давний друг Хушкадам Амонзода. Он вернулся на родину с семьей после 8 лет проживания в Украине. Мы пригласили Хушкадама, чтобы лично от непосредственного очевидца всех событий услышать, что происходило в Украине до 24 февраля и что происходит сейчас. Приветствую, Хуш. Привет. Привет. Спасибо, что пригласили. Расскажи, как ты вообще оказался в Украине? Где-то 8 лет назад, даже больше, наверное. Я начал рисовать. У меня было хобби рисовать людей, портреты. И я находил там красивых людей в Инстаграме и рисовал их. Попалась девочка. Я подумал, что бы мне не нарисовать ее. Я нарисовал и отправил ей ее портрет. Ей, в общем, понравилось. Завязался разговор, мы общались где-то в течение полугода или больше. Потом она приехала на каникулы в Таджикистан к нам. Мы познакомились лично и решили связать свои судьбы. Сыграли свадьбу, не традиционную, не нашу таджикскую помпезную. Позвали просто гостей в близкий круг и сыграли такую свадьбу. Некоторые даже говорили нам, что у нас русская свадьба. И ты поехал вслед за ней потом? Да, я поехал вслед за ней, и мы начали там обустраивать свою жизнь. Там это где, в Харькове? Харьков, да, Харьков, Украина. Харьков почему? Потому что это студенческий город, там больше 7 вузов больших, огромных, и много иностранцев, в том числе тогда еще много было наших таджикских студентов. И туда и мы поехали. Какой он был до 24 февраля? Красивый. Я просто никогда не была, у меня была подруга там, которая всегда восхищалась, и потом она со слезами показывала мне просто площадь, от которой ничего не осталось. Он был зеленый, он был городом детей, он был городом парков, он был городом студентов, городом молодежи, он был русским городом, русскоговорящим городом, кто бы что ни говорил. То есть ты никогда не сталкивался с тем, чтобы тебя заставляли говорить на украинском? Я говорю и повторяю каждый раз то, что за 8 лет своей жизни там я украинскую речь слышал только при оформлении документов в госучреждениях и при объявлении станции метро. Даже когда я работал с украинцами, я их щемил, говорил: у вас такой красивый язык, потому что я слушал украинскую музыку до того, как поехать туда. Почему вы не разговариваете на своем языке?
было такое ощущение, что почему-то все, ну не все, а многие, Ну, то есть удобнее. да, удобнее разговаривать на русском. То есть я как ни пытался, я за 8 лет жизни в Харькове хорошо не выучил украинский язык, потому что его там нет просто. А много таджиков в Харькове было? Да, в Харькове большая диаспора таджиков, больше 5000, по-моему. Прикол в том, что я никого не знал до войны. Я вообще таджиков, ну, кроме нескольких мужчин, которые занимаются там документацией, либо связаны с нашим посольством официально, я только их знал. Даже мой отец, когда приехал, ну, с мамой, они гостили у меня 2 месяца до войны. Ему было скучно из-за того, что там, ну, не было там таджиков и не с кем было там пообщаться. Ну, после того, как он уехал, только когда это все началось, я понял, что таджикская диаспора очень большая и дружная. Слушай, а выехали всего 300 человек. Остальные решили остаться? Ты как с ними связывался? У меня как минимум 2 семьи, с которыми я был на связи. До последнего я их уговаривал, давайте выезжать, потому что начали очень сильно бомбить, и поезда у вокзала, эвакуационные поезда, там был просто хаос. Там студенты, приезжие из Харьковской области, там было не протолкнуться. И с каждым днем все становилось все хуже и хуже. Снаряды начали падать уже непосредственно внутри города, прям у вокзала. И я до сих пор не могу выйти на связь с семьей, которая хотела оттуда уехать, которая жила там 20 лет. Я не знаю, что с ними сейчас. Задам главный вопрос, который сейчас многих волнует. Просто очень часто мы слышали о том, что с Украины не выпускают мужчин, включая иностранцев. Каждый Это день бред. по телевизору это говорят. Да. Нет, это бред. В Украине не выпускают только граждан военнообязанных, ну, по возрасту. Это от 18 до какого-то другого, ну, 50 с чем-то возраста. А всех остальных выпускают, никаких проблем с этим нету. У меня гражданство Таджикистана. Мы сначала поехали во Львов на поезде. Это был кошмар, когда мы сели в поезд. Сначала детки, семьи с маленькими детками. У меня 2 детей, 4 года дочки, и 1,5 месяца тогда было сыну. Когда мы приехали на вокзал, там был просто хаос, очереди большие, а дверь одна, которая ведет на платформу. Была еще, оказывается, другая дверь с зала ожидания. Туда по-тихому пустили всех семей с маленькими детьми. Потом, когда поезд приехал, открыли эту дверь, и сначала вышли мы с маленькими детками. Сели в первый вагон. Когда мы все уселись, тогда открыли общую дверь, и тогда полный хаос начался. Люди прыгали друг на друга, в основном это были студенты, арабы, индусы, азербайджанцы, там много студентов было. И вагоны были битком, все набиты, продышать нечем. То есть наш вагон еще хорошо, что там из-за детей все получше устроили. В других вагонах такого не было, там просто мясорубка была. Когда поезд тронулся, днем сначала не бомбили. Мы проехали несколько областей хорошо. А потом, когда ночь, выключают свет, поезд где-то останавливается, где-то замедляет ход. Женщины затыкают рты своим деткам рядом, ну не рядом, а слышно очень громко взрывы. Из-за этого поезд выключает все электричество, ну весь свет, и очень медленно двигается. 900 километров мы доехали за 24 часа.
Слушай, я слушаю его, и я просто не верю, что это происходит в 21 веке. А было какое-то предчувствие, что сейчас вот что-то начнется? Да. Я, извините, я перебил, мы будем использовать фотографии, которые ты лично снимал, во избежание, что нас не обвиняли в том, что мы распространяем фейки. У тебя, получается, квартира была прямо на границе. Лес, дальше Россия. Лес 30 километров и граница. 15 этаж. Я даже расскажу, как это все началось. Если помните, за неделю до того, как война началась или меньше, приняли эти ЛНР и ДНР, Признали их независимым, да. Потом туда начали вкачивать русскую армию. Прям это уже не было как завуалировано, то есть они просто шли, танки и все остальное, ехали туда, и это все видели. Я думал, что... я знал, что все начнется. У меня было предчувствие за 2 месяца. Я все время жене говорил, давай уедем в Турцию. С маленьким ребенком она испугалась. То есть у нас и врачи, у нас и медицина, у нас... мы встали на учет, у нас все было для ребенка сделано, и мы просто пугались, что мы не сможем найти там нормального врача для малыша. И мы решили остаться, и если что, потом уедем. Вот. В ту ночь, когда все... я даже начал все продавать, объявление выставил на всю бытовую технику. Не успел. Началось все ночью, 4 часа либо 5 часов. Жена встала, как обычно, сделать смесь для ребенка. Каждые 3 часа она встает. И бежит с такими глазами, говорит, там что-то взорвалось. Я уже понял, что все, война началась. Подбежал к окну, вот видео, которое я вам скинул, вот там было зарево, просто огромное зарево, и все тряслось. Совсем рядом уже. Что? А потом оказалось, что эта крылатая ракета попала на какой-то военный объект. Наверное, это был пограничный пункт. После этого я подождал где-то 2 часа, чтобы все магазины открылись. Оказалось, что это была плохая идея. Выбежал во двор, увидел, что у автоматов, банкоматов уже очереди стоят. В аптеке то же самое. И я решил, что наличка пока не нужна будет. Побежал к аптеке, потому что надо запастись смесью, антибиотиками, всем, что нужно на первое время, потому что я читал очень много о военном времени, и получается так, что чутка приготовился. Подбежал к аптеке, а там, понимаете, люди до конца не верили. Они думали, что вот сейчас будут бомбить, как Путин сказал, по военным объектам, демилитаризируют, как он сказал, и все, и больше ничего не будет. Аптекарша закрыла свою аптеку и ждала пересменку, когда у нее на улице была очередь уже из 20 людей. Я не выдержал, накричал на нее, сказал, что война началась. Сейчас люди, если озвереют из-за паники, они разнесут твою аптеку к чертям. Пересменки у тебя не будет. Человек не придет уже на твою смену, потому что люди уже садились в машины и ехали в западные страны. Жалко, мы тогда это не сделали. Она открыла аптеку, начала выпускать. Я зашел домой, потом опять же вышел, и на этот раз в супермаркет за едой. Фотография, которую я вам скинул, это первый день, когда все началось. В супермаркете было просто не протолкнуться, хотя все было. Первые 5 дней супермаркеты работали, все там было. Люди просто в первые дни спаниковали и начали покупать. Чего не было в первый день, когда я туда пошел? Муки не было, и тушенки не было. Хлеб был с перебоями, и
зерен не было никаких, ну, там, гречки, Круп, да, вот, ничего такого не было. Взял все для детей, воду взял, понял, что с водой будут очень большие проблемы, и погнал домой. Так мы первые дни жили на 15 этаже, потому что бои в основном велись за Харьковом. То есть, как оказалось, ВСУ приготовилась очень сильно, и в самые большие города они бросили очень большие силы военных. И поэтому русские никак не могли дойти до больших городов. Все бои велись сначала в окраинах. Потом на второй день начались бомбежки артиллерией и градами. Вот тогда уже кошмар начался. Каждую ночь они почему-то все время бомбили. И вот именно ночью они, начиная с 2 часов ночи, они начинали очень сильно бомбить. Мы на 15 этаже спали в коридоре. Моя мама успела сшить нам курпача. И вот эти курпача мы стелили на коридоре. И там же свет полностью все выключали, потому что нам приходило сообщение, что выключайте свет, так как свет может работать как наводка для русских. Вот мы выключали свет и спали там. На 4-й день это стало невозможным, потому что начали бомбить уже из самолетов. Этот кошмар, это очень сильно бьет по психике, потому что воют сирены, вы не поверите, это как в фильмах про войну. Это вот целый город просто воют сирены, и у тебя есть буквально 5 минут, чтобы спуститься в бомбоубежище. Первый раз, когда выли сирены, мы были на 15-м. Выли сирены, и я сказал, у нас 10 минут, так как написано было в Телеграме. Вся информация приходит в Телеграм, в группы. У каждого города есть своя группа в Телеграме, и там всю обстановку пишут, где бомбят, пишут, куда может прилететь. Пишут вообще, какая обстановка. В общем, сирены завыли где-то на 5-й либо 6-й день. Я сказал, давайте быстрее одевайтесь и спускайтесь. У меня дочка и еще брат жены с нами был. Они приехали из своей квартиры к нам, чтобы нам было попроще как-то сориентироваться. Вот. И я сказал ему, возьми дочку и быстрее в метро. Метро от нас где-то 200-300 метров. Когда мы спускались уже, с дочкой они побежали первыми. Когда мы спускались с женой, я брал коляску, там жена младенца, мы спускались, мы были где-то уже посередине, начали взрываться грады прямо у нашего двора. И мы с женой очень сильно испугались, что наш ребенок попал под град, может быть, из-за того, что я сказал своему, ее дяде, получается, моей дочке, чтобы отвел ее в метро. Я очень сильно испугался, думал, что они попали под град. Но когда мы спустились и быстро забежали в подвал, оказалось, что он ее тоже туда занес быстренько, и они не пошли в метро. И это им спасло жизнь. Переночевали в подвале и поняли, что это не вариант, потому что сыро, холодно, и дети очень сильно начали болеть. Когда утро стало, мы собрали все свои вещи, карематы детские, игрушки какие-то, и пошли в метро, прям днем. Целый день мы были в метро, и ночью мы тоже там были. То есть, получается, 3 дня и 3 ночи мы ночевали в метро. После этого мы поняли, что это не вариант, потому что там очень много людей, и очень многие начали болеть, кашлять, детей очень много, там тоже холодно, сквозняк. Мы поехали к сестре моей жены. Они эвакуировались в самые первые дни на машине в сторону границы Молдовы. У нее был 3-й этаж, дом поновее, то есть это был новострой. Вот, мы начали обустраивать там в ванной, вот фотографию, которую я отправил,
в ванной свое мини-бомбоубежище. После того, как мы туда пошли, русские уже зашли в город. Получается, мелкими группами они заехали, как-то кто-то прорвался, это несколько тигров. Я своими глазами видел 3 тигра и 2 КАМАЗа больших. Они заехали в город, но из-за того, что все указатели украинцы поснимали, они не знали, куда ехать и что им делать. После этого мы прочитали в Телеграме, что всех их нашли, всех их зачистили, но из-за этого комендантский час усилили. То есть сначала он был с 6 часов вечера до 6 часов утра, теперь комендантский час стал с 3 часов Дня. Обеда и до 6 часов утра. Так мы оказались, в той квартире мы сидели где-то 2 дня. А после этого я позвонил в посольство наше, и после того, как узнал, что есть эвакуационные поезда, и спросил, есть ли возможность, есть ли вообще это реальная новость или нет, что есть ли эти поезда или нет. Хочу поблагодарить посольство наше. Ребята очень хорошо работали, они помогали нашим гражданам очень сильно, невзирая на то, что они сами были под бомбежками в Киеве. Потому что надо сказать, что Киев сначала бомбили гораздо страшнее, чем Харьков. Я так думаю, что они думали, что Харьков их встретит там цветами или чем-то другим. В общем, мы сдадимся сразу. Нас не бомбили так сильно. Нас начали бомбить в конце первой недели. Киев сначала бомбили сильно. Возвращаясь к вопросу о посольстве, если бы не наше посольство, если бы они не сделали сертификат о возвращении домой моему сыну, мы бы не смогли выехать из страны. Мы бы остались в этом аду. И я не знаю, они услышат меня или нет, но спасибо вам большое, что вы мне помогли вывести мою семью оттуда. А дом, в котором вы жили? Да. Что-нибудь осталось от него? Ты не ходил туда? Нет, я не ходил. Я написал своим там близким. Они говорят, что попадания были по первым этажам, а по верхним этажам не попали. Я дай бог, чтобы все хорошо было и чтобы наш дом еще. Хотя они говорят, что уже дом считается нежилым. Потому что попадания по первым этажам очень сильные, шахта метро, шахта лифта, все это разрушено. И последняя информация от мэра Харькова, то, что 600 домов жилых больше не являются жилыми. 600 домов, это представьте, что каждый дом, там 9 этажей, по 3-4 подъезда, и столько людей, они остались без жилья, без тепла, без воды. Хуже. Как опять же нам говорят официальные источники, по жилым домам не ведется огонь, и если ведется, то значит там есть силы ВСУ. Ты рассказываешь, что когда выбежали из дома, там град бомбил. Да. Там где-то рядом были военные. Наш район это спальный район. Угу. Как вы видели, наверное, у нас лес за окнами. Никаких военных инфраструктур нету. Ни одного военного я до 7-го дня, когда я переехал к сестре жены в другой район, я не видел ни одного военного. Более того, я скажу, что мы находили, не я лично, а харьковчане начали находить метки по домам. Эти метки оказались наведением лазерным или каким-то, чтобы они били именно по домам, и после этого спецслужбы нам написали в наши телеграм-каналы, что это элемент наведения паники среди мирного населения, чтобы само мирное население встало против государства. Но я думаю, что это самый большой их просчет, потому что после этого украинцы, наоборот, сплотились и каждый вечер ходили по крышам, высматривали по домам и искали эти метки и находили их, и уничтожали.
А как другие таджики? Ты говоришь, что ты до этого с ними особо не общался, но когда начались вот эти военные действия, вы сплотились. Да, это наше посольство скинуло ссылку на чат общий в Вайбере. Вот, и там все таджики кооперировались, у кого была машина, все предоставляли услуги, все создавали конвои с детьми и ездили на границу. То есть все помогали друг другу, все говорили, в какой КПП лучше поехать, в какой нет, потому что на границе Польши, если я не ошибаюсь, 3 или 4 КПП. Вот, и там полный хаос был, дети по 24 часа на холоде, на морозе оставались. И вот мы нашли другое КПП в другом городе, 80 километров от Львова. И вот там нас пропустили буквально за несколько часов. Я сразу же отписался в тот чат, что всем с детьми лучше приезжать сюда. И много было вопросов о том, что пропускают или нет, из-за документов. Все друг другу помогали, все говорили, что вот документы никакие не спрашивают, в принципе. Главное, чтобы легальное основание было проживание в Украине, и все. Тут еще BBC на днях сообщала, что на территории Польши идет разделение между гражданами Украины и иностранцами. То есть для граждан Украины им получше отношения, да, а к иностранцам похуже. У меня паспорт таджикский, у жены тоже таджикский, у ребенка украинский. Мы ничего такого, я не буду говорить за других, чтобы не вводить в заблуждение. На себе лично и на своей семье я этого не почувствовал. Мы приехали на границу, пропускали пешком. То есть сначала на украинской границе собирали где-то по 100 человек. Уже были готовы там палаточные пункты, обогрева, еду бесплатно давали, даже коляски. У кого нету колясок, украинцы все подготовили. Подождали где-то час, когда соберется большая группа, и пошли к польской границе. Это где-то заняло 5 минут пешком. Вот. Дошли до польской границы, самый обычный паспортный контроль, ничего даже не спрашивали, все с пониманием, сделали печать, и кто куда дальше. То есть была оборудована школа под беженцев где-то за полчаса езды от границы. Вот я подошел к пограничнику и сказал: вот у меня маленький ребенок, жена, за нами приедут через 4 часа. Есть где-то нам остаться? Они не так уж хорошо понимают английский, но мы нашли общий язык. Посадили нас в машину скорой помощи, посадили еще несколько семей, и мы поехали в этот пункт для беженцев. Я вам так скажу, что там была даже афганская семья. То есть я не видел никакой дискриминации по поводу там украинец ты или нет. Всех детей оборудовали в спортзале. После того, как я их всех оставил, наверное, кукуха уже поняла, что можно выдохнуть. И нахлынуло что-то, и я просто начал рыдать. Очень сильно и навзрыд. И, наверное, это было из-за того, что я видел там детишек, и я видел украинцев, у которых было по 3-4 ребенка, которые могли с ними перейти границу, но они оставляли своих детей и семьи и возвращались обратно на войну. И это вопрос о том, что украинцы не сдадутся. Я не знаю, вопрос этот будет звучать провокационно, будет ли потом куча хейтов. Будет, да? Хорошо, будем готовы к этому. Ты, наверное, уже слышал, как наши граждане реагируют вообще на последнее событие.
Как ты думаешь, почему они сейчас поддерживают насилие одной страны в отношении другой? Оправдывают. Да, оправдывают, да. Я бы мог их оправдать, да, сказать, что это пропаганда, там, с 14-10, больше 10 лет пропаганды на телевидении, да, я бы мог это оправдать этим, но 21 век, у нас есть интернет, критическое мышление никто не отменял. Человек может просто зайти сначала посмотреть на русское телевидение, а потом поискать альтернативное мнение и посмотреть, что происходит. Я иногда вот смотрю, и даже таксисты мне говорят, что вот Зеленский говорит как наркоман. Я сам не спал неделю. Если бы тогда меня увидели, наверное, они подумали бы, что, ну, я не знаю, я какие-то психотропные вещества употреблял. Война, она вот такая, она людей выматывает. Они что хотят, чтобы Зеленский, не знаю, был бритым, в галстуке и вещал как, я не знаю, ну... Слушай, они на самом деле этого хотят. Я читала в комментариях, они говорят, что ну что за президент там не в костюме, не в галстуке и не бритый. Я вам так скажу, что американцы 2 раза ему предлагали эвакуационные рейсы. А он им в ответ говорил, что мне не эвакуация нужна, а мне боеприпасы нужны. То есть, давайте вот я расскажу вам чуть-чуть про Зеленского и про политическое устройство Украины, чтобы не было ни у кого иллюзий. Зеленского никто не любил до войны. Его ненавидели. Просто его ненавидели и кошмарили до войны. Потому что одна сторона, западная, говорила, что он все деньги вбухал в строительство дорог, а не в армию. Восточная сторона говорила, что вот он обещал закончить войну, он ее не заканчивает. Но когда это все началось, у украинцев вообще никакого малейшего сомнения не было, что вот это наш президент, вот это наш враг, и вот тут мы стоим. То есть, поймите, Зеленского никто не любил. Его даже после войны, наверное, будут с ним разговаривать о том, почему эта война началась вообще. А вдруг, если было бы ПВО, которое у него все запрашивали, может быть, таких бомбежек и не было. Может быть, никто не знает. Но сейчас мы имеем факт того, что украинское общество сплочено, и у него один президент. Даже Порошенко теперь на стороне президента и всячески и ему помогает и поддерживает. Никаких иллюзий у украинского народа по поводу русского мира нету. Дорогие таджики, поймите, пожалуйста, украинец не может бомбить свои дома. Никто в здравом уме не будет уничтожать свои города. Харькова нету, Мариуполя нету, Киева, половины Киева нету. Никто в здравом уме не будет бомбить свои дома, свои города. Зеленский защищает свой народ. Вот и все. У тебя есть планы вернуться в Украину? Да, как будет мирное соглашение и как будет подписан документ о выводе войск, я планирую поехать в Харьков и всячески помогать населению. Все, что я смогу, я буду делать, и я буду помогать. Харьков — это мой дом. Спасибо, Хушкадам. Я тебе сразу обещаю, будет масса хейта, и от этого никуда не денешься. Мы с тобой. Да, но спасибо, что ты пришел и рассказал нам все, что ты видел своими собственными глазами, что ты пережил. Надеюсь, кому-то это поможет. Спасибо. Спасибо большое. Пока.